Геннадий Иванович, а каково вам на эстраде? Вот народный артист, спектакли, театры. А как вы выходите на сцену и надо петь эстрадную песню? Ну, во-первых, я подбираю такой репертуар, такие стихи, которые близки мне как драматическому актеру. Я очень-очень много внимания обращаю на стихи. Сначала надо понять стихи, о чем это стихи, а потом уже мелодия, а потом уже я, наверное, его больше как актер играю. Вокал у меня, может, не очень сильный и так далее, но как драматический актер я, наверное, понимаю, о чем пою. Бывает так, что очень многих поют песню, а смысл стихов песни не понимают. Очень много примеров. Геннадий Иванович, а правда, что эти вот мелодии замечательные, которые вы накладываете на не менее замечательные стихи, мелодии эти написали вы лично? Да, конечно. У меня много песен. А что значит так скромно? Да, конечно. Значит, вы композитор? Ну да, можно так считать. Ну, шикарные просто, шедевральные песни, которые вы исполняете. То есть вы исполняете авторские фактически песни. Да, да. Стихов только стихи не пишу я. Вот. Стихами пусть занимаются профессионалы и так далее. Все. Это стихи, это не мое. А вот в стихах, понимание стиха, о чем автор говорит и пишет, вот это уже мое. Я ведь актер, я должен разбираться в этих стихах, о чем, чего далее. Вот этим, наверное, я и отличаюсь от других на эстраде. А трудно написать песню? Вот что нужно? Луна, звезды, дождь, погода, что влияет? Мне кажется, что, как вам сказать? Первоисточник, толчок. Любовь. Любовь. Да. К женщине. К женщине. Или девушке. к природе. Да. Что любовь? Любовь же это огромная сила. Вот. Например, кому-то посвящаешь. Не обязательно, что это имя там должно присутствовать в стихах. А просто вот так вот. То есть вы романтик в душе? Ну да, наверное. Потом, вот опыт у меня же большой, скажем. Вот я когда пишу, сразу вот напишу первый вариант, оставляю, потом где-то опять она лежит. Может полгода лежать. Может завтра же стану и сделаю песню. Но, как мне практика показывает, возвращаешься обратно к первому варианту. Видимо, вот это вот, как вам сказать, все, вот, задумал ты песню, вот, и отдаешь туда, все, она остается там. Потом начинаешь другие варианты искать, уже другие, и возвращаешь, например, я возвращаюсь к первому же варианту, потому что, видимо, это первое ощущение, первое такое восприятие, любовь, а как же иначе? Геннадий Иванович, а бывало так, что вот настолько удачная мелодия и всплакнул? Да. Бывает. Честно? Раньше не было. Сейчас по годы, видимо, пришли уже к тому, что слезы почему-то начали. Раньше не было. То есть нахлынули воспоминания. Да. А раньше такого не было. Себя родимого жалко. Да. И потом как-то легче становится. Вот так. Да вы что? То есть получается, что от всего сердца. Не просто так написал, сунул в стол, пошел. А сердцем прочувствовали, да? Ну, очень многие мне пишут, ну, вот, говорят, вот твои песни, говорят, просто... Ну, я слушаю удивительной романтики песни, удивительной. Говорит, просто... А вот еще, Геннадий Иванович, вот у вас есть с бэк-вокалом, как трудно подобрать певиц, как они соглашаются, это же очень классные вещи. Ну, у нас много очень хороших певиц, очень много. И я бы даже сказал, что не все-то о них знают, вот что еще.
Вот что мы сейчас занимаемся, да? Да. Вот это уже Популяризации да, творчества, очень. индивидуального Есть много мастерства. И вот этим надо заниматься, других приглашать. Конечно. Ну все, вопрос принят. А скажите, аранжировки? Так прописан бас, звучит у нас хорошая аппаратура и настолько сочная, не всякая московская богема сравнится с вашими записями. Ну, например, я, насколько знаю, бывало в практике, что и москвичи сюда приезжают и пишут здесь фонограммы. Дешевле. Да, во-первых, дешевле. А по качеству не уступает. Да, да. То есть мастера уже так наловчились, что... Есть. Ну, я вот разных пишу, потому что я человека знаю, который пишет, потому что он как соавтор получается. Вот эти стихи вот этому аранжировщик подойдут, а вот эти вот этому подойдут. Вот. И как правило, это уже интересно. И каждый аранжировщик считает, что у него самое лучшее. Ну, а как же люди искусства? Да, да. Я только одобряю. А как вы? Я тоже. Но я бы сказал так, да, у каждого есть что-то хорошее. У этого это хорошее, у другого. Но обид не возникает. Нет. Не позволяйте Нет, оставлять за собой обиды. Нет. Геннадий Иванович, а еще вопрос. Вот на вас замечательная косоворотка, рубашка. А это что за атрибут? Где вы его купили? Секонд-хенд? Это, конечно, мастерица из Малопургинского района. Да вы что? Старая Амония. Вот, девочки, это натурал. Натурал. Вот как наши за границей бывают Да. артисты, да, особенно Айкай. Вот, и говорят, подходят, трогают. Натурал, натурал, натурал. Да. То есть это наши женщины Да, шили. да. И стиль они же подбирали. Они с вами... Советуются. А вот только Ага, хотел спросить. советуются. С языка сняли. То есть они отправляют вам, вы утверждаете Да, эскизик? да. Понятно. То есть если мы надумаем в клубе одеть кого-либо, это куда обращаться? Старая Амония. Вы адресок черканете. Да. Геннадий Иванович, а какие творческие у вас планы? Это традиционный вопрос, но без планов же нельзя. Вот что у вас лежит на столе, что вы сейчас пишете, чем занимаетесь? Значит, у меня сразу сейчас 3 песни в разработке, 3 песни. Вот. Пока особо-то времени не хватает. Ну, и жду хорошую роль в театре. Вот. Сейчас мы недавно поставили очень интересный спектакль, «Троллейбус» называется. На Удмуртском? На Удмуртском. Не как обычно традиционно. Ну, есть ведь спектакль традиционно, так и вот тут так, вот тут так. А тут надо думать. И очень сильно думать. Думать о чем, что, к чему. И неожиданный финал. И неожиданный, да. Вот. Ну, как нам педагоги театрально говорили, каждый спектакль должен быть как явление какое-то. Необычное. Это же театр, это не кино. Кино вот сняли, все, он крутится. А театр, каждый спектакль играется по-разному. Те же слова, та же пьеса, но играется по-разному. Зритель другой уже. Актеры сегодня какие-то другие, понимаете? Вот. И театр, он никогда не умрет, потому что он живой. Искусство вечно. Да. Геннадий Иванович, а у меня будет предложение. Вот сейчас вы готовите 3 новых своих песни, а давайте презентацию песен проведем в нашем клубе. И сообщим народу. Я согласен, но в этом году точно уже не будет. В этом году еще. Кропотливая работа, да? Ну, просто времени, театр же еще есть. Ну, понятно. То есть вы преподносите людям, а уже готовый, Да, отшлифованный, да. полностью, чтобы человек или воспринял его хорошо, или отверг, ну, по каким-то причинам. Стараетесь, да? А помощники, кто ваша муза? Вот есть конкретный человек в вашей судьбе, кто влияет на музу? Ну, во-первых, мы в гримерке там В гримерке так, поподробнее. 3 артиста еще у нас там. Или артистки? Я с мужиками в гримерке. С мужиками? Да.
модная Первый, тема. потому что они слышат, я прихожу, я уже играю, они только идут на работу. Вот, Да. вот так, вот так, вот так. И сразу же показываю нашим народным России и так далее. Артисты есть у нас, вот они всегда вот так вот, с такой, с хорошей критикой. Вот. Даже так. Да, я специально показываю. А он говорит, а вот тут что-то не хватает. А вы не Я обидчивый слабо- человек? Нет. На обиженных Воду возит. вот. Нет, нет. Бывает, ну, страшно, не нравится, да, но они говорят же правду. Вот это если сумеешь переломить, перепахать вот это, заставить себя снова. Я же говорил, что нам педагог говорит, вот эту злость, вот этот, включайте в работу. То есть, наоборот, вот эту злость, что тебе так плохо сказали и так далее, в работу. Еще сильнее начинай работать. Какой-то вы необычный человек. В моем понимании, я вот книжки читал, фильмы смотрел, а артист, тем более народный артист, это такой самовлюбленный, не слышащий и не желающий слышать критику со стороны. Всякие есть. Вы к категории вот таких не относитесь, Нет, да? нет. Ну, хорошо, сохранили свое эго на протяжении лет. Нет, нет, я всегда выводы делаю. Как, что, почему, как. Так все-таки вы мне на вопрос не ответили. Я вас о музе спросил, а вы о мужиках сказали. Их много. Я перечислять не буду. А то кого-то перечислишь, кого-то забудешь, скажут, обижаться. Но вы же свободный человек, Геннадий Иванович. Да, да, да. Ну, я вас раскручу, ну, назовите хотя бы одно имя. Кому посвящаете песню? Всем. Всем. Всем красивым, добрым женщинам, людям. То есть цените доброту в человеке, Да, в да, первую очередь. да, конечно. Мгм. Как его не хватает у нас в Доброты. жизни. Геннадий Иванович, а что вы пожелаете зрителям? Ну, почаще надо ходить в театр, это раз. Любить друзей, соседей. Ну, с любовью относиться друг к другу, с уважением. Ну, не хватает у нас сейчас этого, понимаете? Люди озлобленные, ну, сами понимаете. А вот хочется как-то вот близкое такое, теплое. Вот. И выпить шампанское! Геннадий Иванович, вы оптимист вечный, Да. весело с вами. Ну что, пожелаем зрителям здоровья, да, и Да, оптимизма конечно. всем. Обязательно, да. Спасибо за интервью. Да, да. Дай Бог здоровья. Вам тоже хорошо. Хорошего всего. Пока-пока, увидимся!